в 2020 году нашим Министерством по чрезвычайным ситуациям тоннель был признан аварийным, в связи с чем в 2022 году была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта. На момент, когда мы приступили к работам, мы приняли решение провести повторное обследование тоннеля, провели, геофизические обследования, и по итогам которых мы в очередной раз убедились о необходимости капитального ремонта объекта, так как регрессия продолжается, трещины расширяются. В момент, как мы приступили к работам, очень сильно изменилось состояние, поэтому были в очередной раз приняты еще технические решения добавить анкерные болты сюда, чтобы усилить конструкцию. И также было принято... Да, для обвязки. Сейчас мы покажем на баннерах вообще систему, как будет это все работать. И помимо всего прочего, еще принято решение, помимо технического надзора, осуществить еще и авторский надзор. Для того, чтобы оперативно вносить какие-то изменения технические, в зависимости от состояния тоннеля. Плюс ко всему, на базе, которую мы вам показывали, будет организована лаборатория для приема входного материала всего, потому что он должен соответствовать качеству. Здесь очень ответственные работы, и входной контроль будет на очень серьезном уровне, будут проверяться абсолютно все материалы. Будет задействовано различные техники, разновидности, порядка 12 единиц. И в 2027 году, я думаю, мы полноценно введем объект в эксплуатацию, но на протяжении всего времени будет организовано какое-то движение, будет перекрываться тоннель периодически, будут введены ограничения. При этом задача в любом случае будет выполнена. С учетом сроков до 2027 года качество работ, соответственно, и сроки должны быть выдержаны. Значимость этой дороги мы все прекрасно понимаем. Значимость такой инфраструктуры. Значит, если мне память не изменяет, с 2008 года, с момента признания, речь шла о реконструкции этого тоннеля, вообще дороги. Очень важно, что мы эту работу начали, и необходимо в сроки уложиться и реализовать этот проект.